Так, интересно, здесь вот патефон. Так, часы я вот показал уже. Есть. Сейчас я вам постараюсь показать. Так, там внутри батареек ничего нету. Включаешь, крутишь, включаешь, ставишь. 저도 파티폰 나가는 시간이 Да, татары много живут, знаете, да? Липсинские. Поэтому сохранилась татарская пластинка. 바닥에 주스도 없었어. В Ташкенте 50-х годах выпускали. 받았어. Самое главное именно вот эта иголка. Вот видишь, запасные вот здесь, 8 штук всего осталось. Вот патефон. В 49-м году его патефон сделали, пластинки вот 50-м, но 56-го года пластинки. Тогда вот пластинки были не мягкие, а твердые пластинки. Biz главное вахтовали. Вахтовали. Вахтовано. Да, ну вот Мухамеджан Тынышбаев, вот у нас как раз вот это наш музей является филиалом областного имени Мухамеджана Тынышбаева. Он с нашего уезда, вот Ушкельмес, отсюда буквально 12 километров. Это было там, значит, его отец Тынышбаев жил. Так, первый железнодорожник, первый инженер, Анакин его репрессировали, на 5 лет отправили ссылку в Воронеж. Там он 4-й раз уже женился, от него, значит, один сын был. Через 5 лет отпустили, он уехал в Ташкент к дочери. А через 1,5 года еще раз арестовали, опять суд состоялся, приговорили к высшей мере наказания к расстрелу, но не успели привести в исполнение. Он сам умер в больнице, там заболел, в тюремной больнице. Так. Это вот ветераны, всего вот на фронт ушло, ну точно мы знаем сейчас, 876 человек. Ну еще есть, наверное, потому что которых нашли, есть еще книги. Так, здесь вот у нас разные предприятия, но в основном мы показываем, значит, артель «Пламя». Это вот целый квартал был, там, значит, швейный цех был, значит, брички делали, хомуты, седла, эти этажерки, стулья, в общем, на все, как говорится, то, что нужно, жестяные эти ведра, даже иголки вот эти, которые даже вот это делали. На валенки вот эту вот форму для валенка, сапоги. Был свой этот обл-диспансер здесь, Лепсинский, потом, когда с Китаем отношения ухудшились, его закрыли. Вот такими шприцами уколы ставили. Вчера девчонка одна говорит, а какая еще игла должна быть? Я говорю, вот такая игла. Но арифмометр вперед крутишь, прибавляет, назад крутишь, снимает. Так, ну вот, это бритва заводная. Но телефон это во времена Хрущева. А это вот во времена Хрущева тоже талон, металлический талон, там написано дистопливо 20 литров. Вот трактористам в начале сезона давали, он потом заправщику их отдал, чтобы это растраты не было, надо его жить. Вот в советское время талоны были, первый квартал, второй квартал. А это вот на сезон давали. Так, нам здесь вот посвящено в основном Пугасову. Вот такой у нас купец, первый гильдии из Ташкента, с Верного, он сюда приезжал. Здесь построил вот спиртзавод, вот, в его время так выглядел. Потом в советское время еще работал, это вот так выглядел.
вот таких бутылках раздевали. Могли, значит, продавать вот в таких бутылках на разлив. Вот у него был кирпичный завод, ставил букву П, Н, Фугасов, Никита. Вот эти кирпичи, они в воде не размыкать. Вот, до сих пор еще вот, встречаются эти. А сейчас какие, да? Сейчас там, да. Технология такая, у нас кирпичи вообще ломаются. Да. А в это время вообще технологии не были, они как Нет, они они готовили? старую технологию. Рецепт просто не оставили они нам. Вот с этих кирпичей он в Алмате улицу целую выложил. Улица Лепчинская называлась. Фурманова, сейчас вот проспект Назарбаев. Мнав самовар эгоист Рыкшига. Эгоисты. Это вот наши пчеловоды повезли мед. Это Санкт-Петербург, Москву. И вот царь подарил ему этот пчеловод, такой серебряный самовар. А мнав вот самовар тульский, тут у него 12 медалей. Всякие соревнования. Вот, оказывается, как чемпионов выбирали. Все ставили свои самовары, топили одинаковыми дровами. Кого первый закипел, тому распичать. Вот в детстве я видела такой мед, это? Да? Медный самовар. Говорю, Вот этот Пугасов где- зовет к себе в гости этого Есимтуре. Тут у нас в Желандах, Букеев Есимтуре жил. Есим, вот он зовет это Есимтуре, и этот Батрак Жред, это топит и никак не загорается, никак не закипает. А, вот это самого, да? И вот он деньги достает, Пугасов, и кидает сюда. Недавно нам сказала там. Да, ну вот. Самовар закипел, и Симторе понравилось. Он через неделю сюда притчку присылает, говорит, этот, Никита Яковлевич Маганкель, этот тарантас садится, к нему едет. Там он вот такой газан ставит, ребенка режет, сундук достает, я покажу, какой сундук был в Симторе. И топит, бишпармак варит деньгами. Вот такие богатые были люди. Но еще богаче их был один купец, Шамсудинов Тиган, Шарафудин. Вот если сравнивать по деньгам, значит, у Есимтуре, ну, грубо говоря, 1800, у Фугасова 2500, а у Шамсудинова 12 тысяч. Вот такие. Ана сол есімдер адамның несін айтамын да, жалпы мен өзім тоқтатқан деген рас па? Тиынменен суды тоқтатқан дейді. Тритек он, тритек просто. На вот сундук, вот он, Ельцинский был раньше, потом это, когда Баев, этот Кулаков уже разгоняли, конфискация была, он Кашкандар. И вот через 100 лет он вернулся. Она полнары немерили рыбы. Этот, говорит, Лепчинский музей открылся, вот недавно Некай вот это еще. Вот привезли оттуда собаки. Внутри вот Алаша лежал, вышивки и 12 фотографий ставили. Новый делает Джейля, вот тут, наверное, тут знакомо все. Это художники изобразили красиво, да. Все как женщины одеты. Она в Бесек, вот настоящий там, с Жунжурекой нам попал, Конопьянов Тиган, может, кто слышал, Конопьянов, Абитабзы, вот, он говорит, и меня в нем качали. А его сейчас племянник Даулет Тиган, в Талдыкургане, там у него молочная фабрика. Бесек. Ну, тут эти... Пахталка для бескумысница, это для мяса, украшения у женщины могут быть. Вот эти вот, ну, действительно, это серебряные старые головы. Ну, это вот показали просто, что такое есть. Это американцы, канадцы у нас бывают, они вообще никогда не видели. Ну, это мужской уголок, тут вот седла, Сельмана, вот тоже многие уже не знают, что такое. Так, много зубило, много вот это с этим седло делали, вот это же. Ну вот у нас Байгараша был Мукашага, почетный гражданин Латвийского района, на Камшысы, на Чугены, вот это и вот. Он 50 лет этим табущиком работал. Это вот тоже. Вот буквально вот недавно вот этот дом разбирают, в подвале там стоял вот такой. Они вот с Карлыгаш, получается, рядом с Анваром Джаном лежит. Может быть, он даже видел.
Бабушка вам что было? Так, ну здесь вот коллекция у нас, деньги, пуговицы. Пуговицы вот у нас же уездные. Вот пуговица таможника есть. Пуговица землемера, который вот земли разделял, вот это когда переселенцы, вот это. Нашаларды көрдік қой. Ну это 93 вот наши. В детстве. Мында вот здесь интересно вот обратить внимание. 3 рубля Российской империи. 3 рубля, когда Сталин был. 3 рубля, когда Хрущев был. И 3 рубля еще наши. Зеленый цвет, видишь? Почему-то. И доллар зеленый. Так, здесь вот часы. Утюги мы на вот буквально неделю часы вот эти ходят, видишь, ходят часы мои. Ескі қонжақтарыңызды босаттыңыздар. Ну, время даже вперед побежали, да? Уже с работы надо уходить. Так, утюги, на вот сюда уголь вложили, на вот часы тоже, значит, Жоқ сами. салып өтіп Да, вот мы. Көмірмен өтіп келген. А вот эти уже нагревали просто. Но по весу 30 килограмм, 3,5 килограмм, 250 грамм, 150 грамм. Так, нагревали просто на печке. Но самовары, вот самовар, яйцо тоже по серебряной. Так, нагревали по весу. Вот, допустим, вот такой самовар в начале 20-х стоит 25 баранов. Вот так. Если 7 килограмм самовар, то 20 баранов. Ну, от толщины зависит. Чем толще, тем дороже будет. Как сейчас металлом понимаете. Так, ну далее.